Я как волонтер, вот у меня конкретно вот к этому вопрос. Я как Мгм. волонтер хочу спросить волонтеров Украины и России. Как вы думаете, до какой цифры жертв и убитых горем родных продолжат воевать наши политики? То есть это вот твое личное обращение, это не коллективное, да, как вы Шойгу писали? Нет, к сожалению, я не советовался с волонтерами, я к ним обратился, поэтому Это вот твое личное, да, получается, обращение? мое обращение, да. Да, и ты хочешь сказать, что в войне виноват, значит, ну, Путин, понятно, еще и Зеленский, да? Воевать наши политики– это что? Это Я Путин с считаю, Зеленским воюет. что Зеленский с дело Путиным воюет. между странами начинается тогда, когда дипломатические усилия себя, ну, короче, когда они провалились и когда они обосрались, грубо говоря, дипломаты, после этого начинается война. И я считаю, что Россия, в первую очередь, да, как более мощная, такая, имеющая какие-то кучу рычагов, она просто тупо силовой вариант выбрала. У нее Нет, должны нет, нет, были где там конкретно написано, быть до каких более... пор будут воевать наши политики. Нет, То вы есть сейчас спросили, вы спросили, Зеленский ли виноват в начале войны? Я Мгм. считаю, что вот давайте не будем путать начало и как закончить, да? Начали войну российское руководство. Путин лично, там, не знаю, его окружение или какой-то, может быть, Путина нет, а есть какой-то коллективный Путин, который за него принимает решение. Я вот не знаю, я же не Ну да. провидец, точно не знаю, кто там принимал решение, да, но так или иначе 22, 22 февраля, да, Да, февраля и 22 года. войска 24 февраля. границу, государственную границу и начали боевые действия, там, начали атаковать ракетами, там, то есть, но начало, ладно, это э, большое, ну, это преступная ошибка, Ну, то есть преступ... Зеленский что должен был, да. по-твоему, сделать? Сложить оружие и Зеленский сказать, давай садиться за стол переговоров? сейчас должен остановить, все сделать для того, чтобы остановить боевые действия. Зеленский? Зеленский и Путин, естественно, два человека, они должны договориться. Сейчас просто настолько сложная ситуация, что я даже, вот когда Я не обращался, думаю, что Зеленский должен с кем-то договариваться. Я думаю, что Зеленский должен победить. Именно поэтому, да, сейчас идет такая большая помощь. Раиса, вот когда вы говорите победить, я, я, Победить. никогда, я никогда не говорил, что Россия должна победить. А вы говорите, что сейчас одна страна, в принципе, для В меня этой считается, войне, которую Россия начала на территории Украины, должна победить Украина. то есть страну, в которой вы родились, ее должны победить, Конечно, она же агрессор. а вы Она допускаете, агрессор. что Россию можно победить. Еще раз? Я считаю, что, давайте я Еще не раз, буду еще задавать, вопрос, еще раз, я отвечу. вы считаете, что Россию можно победить? Россию можно победить. Ну, вот очень вредно думать, что Россию можно победить, да? Почему Россию, вредно? Кому это вредно? если только физически устранятся эти, когда умрет Путин, грубо говоря, да, или там физически уйдут из жизни вот это люди, принимающие решения, которые настроены на войну, да, только тогда вот, может быть, политики что-то там какой-то произойдет, потому что Зеленский не хочет физически там, с этим встречаться. Но даже когда к волонтерам я обращаюсь, да, я понимаю, А вот ты что вот, подожди, ты писал это обращение к тем людям, у которых на этой войне значит, под именно бомбежками фильм, российской армии погибли у детей руки, ноги отрывает, родители. Ты вот им писал обращение? если бы меня сейчас не перебили бы, я бы сейчас об этом сказал, да. Даже сейчас, когда я обращаюсь к волонтерам, это такая сложная ситуация, да. Представьте себе, вот как вы сейчас обрисовали, человек, у которого даже, может, в лучшем случае там с увечьями родной человек вернулся, да, но он уже не сможет им помогать, работать. То есть это большое горе. А если убили человека, это вообще же. Поэтому после этого разговоры вообще как-то не представляется возможным. Как можно после этого разговаривать? И я вот считаю, что
именно в этот момент люди должны вспомнить про вообще любовь к своим ребятам, к тем, кто еще пока Своим ребятам? Я не руки, ноги, понимаю. который руки, ноги сейчас не потерял, который еще не погиб, который даже не ранен, не контужен, и психологическую травму, может быть, еще не пережил, их Эти спасти. люди, я вот, ты знаешь, да, я вот на твои слова тебе хочу показать. Мгм. Это я закрою, это я закрою. Ты видел это видео? Ой. Куда вы Это хотите? результаты бомбежки нашими, российскими. Куда? Ох, вывели куда-то. У нас все пролетело. Мама, что? Все. Заходите. Мгм. Ты видел это видео? Да, и вы, И вот, наверное, одни... подожди, и вот ты к ним обращаешь, к этим людям, которые умирают, страдают, у Вы которых из дети тех гибнут и родители. людей, которые уже распрощались с попыткой остановить военные действия. Вы считаете, что если если у меня близкого ранили, Нет, ты не ответил. Ты вот к ним обращаешься, к этим людям. я обращаюсь к волонтерам, еще раз говорю, к Ну, волонтерам, но это которые, жители Украины. Это да, жители Украины, которые которые теряют своих родных. и они этого хотят остановить. Вы думаете, что они не должны останавливать? А ты подожди, вообще, ты с украинцами не разговаривал. Ты не Я, понимаешь, каким образом они хотят остановить войну. Ни один украинец не согласится сесть за стол переговоров с Путиным. Ни один. ну, вот именно, что сейчас вот на фоне этой ненависти кажется абсурдом вообще вопрос ставить о том, что можно перемирие сделать. Это Но путинская пропаганда. Сесть за стол переговоров. нет, это не путинская, Да, это человек, который это использует Путин. путинская пропаганда. Сесть за стол Не переговоров. Раиса, вы путаете способность Путина использовать это для того, чтобы решить продавить только свою, как сказать, свой вариант перемирия, да? Вы не, вот, как, детской логикой тоже не руководствуетесь. Мирная инициатива, она не в том состоит, чтобы не использовать слово «мирные переговоры». А в чем? Нам нужно остановить войну. Вы сейчас показали мне мирного жителя, раненого, да? Ну, во всяком случае, видео так показано. Это женщина беременная, которая умерла вместе со своим ребенком. Это Под вот сейчас, бомбежками тех людей, которых вы называете наши парни. тем более, если это не остановить, вы думаете, такого не повторится? Это нужно остановить. Это вообще сумасшествие какое-то. Убивает людей. Вот А беременная женщина. ты же помогал оккупационным войскам. Для чего? Для чего нужны им трусы, носки, извини меня, и квадрокоптеры? Но не для того, Чтобы чтобы этими что? носками, этим квадрокоптером маленьким, который мы отправили, да, чтобы они их беременную там убили. Не для А этого для же используют. чего? Для чего? Для того, чтобы они продолжали войну. Для того, чтобы они не заболели, чтобы у них были лекарства, чтобы Чтобы они они сохранили. здоровые шли убивать украинцев. Для того, чтобы сохранить жизнь нашим ребятам, я это помогал. И я Для считаю, того, что чтобы они живые убивали украинцев. чтобы они живыми вернулись. Пока это... Убив как можно больше украинцев. Нет. У нас вообще... Мы же молились не за Помощь победу. оккупационным войскам заключается в том, чтобы оккупационные войска как можно дольше оставались в строю. У меня не так много земляков туда поехало, да? Но это для моего маленького народа очень много. И я должен Очень много. я должен ценить каждым человеком. И вы сейчас
не Значит, ты хотите... выбрал даже неправильную политику. вы Ты не выбрал хотите... неправильную политику. Вот, Раиса, почему вы перебиваете? Вы не хотите слушать что-то про мирные переговоры? Вот, конечно, опять начинается. Не надо отключать. Алло, слышно? Как только вот что-то Вот. не хотите, отключается, да? Я вообще ничего не трогаю. Ну а почему звук-то уходит? Я не знаю. Проблема с наушниками. Ну вот, все-таки с наушниками вашими. Еще раз говорю, вопрос. Вы не хотите слышать про мирные переговоры, потому что такое несправедливое отношение. Но и также думают же практически 99% жителей Украины, также думают практически те, чьи братья и сестры. Многие сейчас уходят на войну. Думаете, чтобы они победить Украину и уходят на войну? А зачем? Потому что отомстить за убитого брата, сына, отца. Вот такая вот эта кровь, она будет новых вовлекать. А те все равно умрут. Я тебе Потом- говорила до этого, что ты выбрал неправильную политику. Им нужно было не помогать, а нужно было призывать не ходить на эту войну. То, чем занимаются антивоенные активисты уже больше 2 лет. Не ходите на войну. А ты помогал оккупационным войскам в этой Я войне. моим землякам, которые уже там оказались. Я же не призывал, я же не приводил их за руку туда, где их принимают. И Но с твоей то, что... помощью они все равно думают, что это все очень легко, они выживут. Да? И выполнят свой, как они говорят, долг. Ну, в советское время же так воспитывали, что вот ты должен. Мгм.